Здравствуйте, здравствуйте. Окей, у меня давно была идея сделать айсберг по проектам Huyaverse, потому что как-то я посмотрел, что-то я подумал, что у Huyaverse вообще были за игры. Посмотрел, там целая кроличья нора. Ну и, в общем-то, да, вот это вот вы можете сейчас наблюдать. Я нашел как бы информацию об всех этих играх и, ну, надеюсь, обо всех, потому что, возможно, у них были какие-то закрытые проекты. И, короче, ну, я быстренько пройдусь, потому что я не люблю делать длинные видео. Вот. Ну, поэтому все, приятного просмотра. Sunless Zone Zero. Ну, это последняя игра от Huyaverse. Гача-слэшер. Больше ничего не могу сказать. Genshin Impact. Думаю, самый узнаваемый проект Huyaverse. Тоже гача, но теперь не слэшер, а open world RPG. Honkai Star Rail. Второй по популярности проект Huyaverse, я думаю. Пошаговая игра, я бы сказал, в космической тематике какой-то. Я бы назвал это соцсетью для игроков всех вышеперечисленных игр, ну и которые будут в этом видео. То есть посмотреть любой контент по играм Хоя, постить и так далее. Тирлистов, дартов и так далее. И, кстати говоря, там тоже проводятся разные ивенты, которые дают внутриигровые награды, а может иногда даже не внутриигровые. Honkai Impact 3. Я бы назвал это одной из первых игр Huyaverse, которая начала немножко, ну, набирать хоть какую-то популярность. Является одной из игр вселенной Ханкая. Геймплей там практически такой же, как и в ЗЗ. Да и, в принципе, ЗЗ это какое-то, наверное, переосмысление Хи-3. Честно говоря, я не знаю, что это за нечисть такая. Вроде как там можно всякие обои для рабочего стола на компьютере поставить, ну, если честно, маскот выглядит пиздец как стрёмно. Возможно, это фигня по типу Тамагочи с элементами какой-то другой программы, и она также была в Steam, она больше недоступна. Я хз, что это, если честно. Ну, знаю только то, что там можно как бы какие-то обои есть от Huyaverse. Уже бы я сказал, что пошел какой-то андерграунд, потому что я не видел ни одного человека, который бы в это играл. Как я понял, это что-то по типу визуальной новеллы. Цитирую с Википедии. Tears of Themis тот бесплатная детективная отома игра для мобильных устройств, разработанная и изданная в материковом Китае китайскими разработчиками Михуё, и изданная по всему миру его сингапурским дочерним предприятием Huyaverse. А что такое отома игра? Отома гейм. Это сюжетная романтичная видеоигра, ориентированная на женщин. Понятно. Новая игра серии Honkai. Сейчас уже известно название Honkai Nexus Anima. Анонсированная игра Huyaverse по вселенной Honkai. Походу там совместят Хи-3 и ХСР. Возможно, вообще хз, что от этого ждать. Выглядит, как по мне, не особо. Но совместить два Honkai это интересная все же немножко задумка. Но, честно, выглядит уже как-то душно. Fly Me to the Moon. Вот это уже интересно. Изначально выпущенная 28 сентября 2011 года. На удивление, эта игра все еще как бы доступна в Apple Store. И я с этого прихуел. Ну, то есть там все равно нужно старое устройство, но это все же довольно интересно. И, кстати, это тоже нам говорит, то, что ее до сих пор обновляют. Что странно, потому что, мне кажется, им насрать на эту игру. Так бы ее удалили из App Store. И еще добавить надо, что это не гача-игра, первая в нашем видео. Honkai Gakuen 2, или же Gangirl Z. Вот если вы видели или даже играли в Хи-3, то задумывались ли, где Хи-2 и Хи-1? Держите, Honkai Impact 2. Ну, как бы он называется Honkai Gakuen, потому что, ну, я хз, так захотелось им. Но надо знать, что Honkai и Honkai это одно и то же. Судя по скринам, это какая-то 2D-параш с гачей. Но тут хотелось бы заакцентировать внимание на сюжет в этой игре. Мне нашептала птичка, что там есть какая-то фракция насильников. Ну и... Вы точно хотите, чтобы я продолжал? Honkai Gakuen, или же Zombie Kawaii. Вот тут все уже становится слишком сложно. Ведь на Википедии написано, что Zombie Kawaii и Gangirl Z это одно и то же. Но, блядь, что за хуйня? Почему это будет одной и той же игрой? Возможно, это просто разные версии, но зачем было менять название игры? Тут я бессилен, поэтому я ничего не буду выяснять. Да, у Хэкая есть тоже свое аниме, я его смотрел, оно забавное. Точно знаю, что у них есть сезон какой-то, я не знаю, как это называется, я не смотрю ни сериалы, ни аниме и так далее, где вроде как Тиана и Броня готовят всякие блюда. Я нашел это Cooking with Wild Kairos. И еще Эльф Академия. Про первое я уже говорил, а второе я не смотрел. Слушайте, у меня много времени.
现在就让演出开始吧！Вот это уже капец какой андерграунд. Но я вроде немножко разобралась, о чем идет речь. Единственное, что есть насчет этого, это страничка в Фейсбуке и пост на Реддите. Когда я собирал этот айсберг, у меня голова болела от запутанности. В общем так, у нас есть Hawkeye Gakuen 2, то бишь Gun Girl Z. Я это не упомянул, но игра вышла сразу в Китае, а потом уже во всем мире. Самое главное, что люди в Китае в него до сих пор могут играть. Что не скажешь про всемирный сервер? Он закрылся в 2021 году, а Mirage Cabin — это просто другое название для всемирного сервера Hawkeye Gakuen 2. Поэтому сложно. Legend of Saha. Не что-то загадочное или андерграундное. Это самая первая игра от Hoyoverse. Это серия из Википедии. В 2010 году команда разработала игровой движок на основе изометрических плиток под названием Misata Engine или Misata 2D с использованием Adobe Flash Player. Название было вдохновлено... Блять, эти китайцы ебаные, или это японцы. Сейчас. Кацураги Мисата. Персонажем японской, да. Японской франшизы Neon Genesis Evangelion. Используя улучшенную версию движка, они разработали игру под названием Legend of Saha для конкурса по разработке флеш-игр, который продлился во время китайской конференции разработчиков игры CGDS. И вот пару скринов из этой игры. Вот это вообще херня какая-то. Я как понял, это что-то по типу витубера от Hoyoverse. Единственное, что могу добавить, это то, что в No Desktop есть это Lumi. Все. Это китайские, ну то есть оригинальный Hoylab. Из интересного могу отметить то, что у них не 5 игр, как у нас, а 6, как я ранее упоминал, у них есть Хи 2. Поэтому так и получается. Также у них есть интересный маскот, которого нет у нас. Она мне нравится куда больше, чем... Что это вообще такое? Также они сделали какой-то свой YouTube. Я не знаю, что это. Ну да, так получается. Как я уже сказал, я не люблю длинные видео, поэтому я по всему так поверхностно просто прошелся. Ну, потому что про гачи-игры особо нету смысла рассказывать. Если о них глубоко рассказывать, то надо целое видео им посвящать. Но это глупо посвящать видео с разбором сюжета какой-то андерграундного говна. Но, кстати, если хотите, я могу сделать разбор того же Fly Me to the Moon, нарыть как можно больше информации и так далее. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Ну, а с меня пока что все. Бай-бай.